В Якутской городской думе прошла необычная встреча со старостами многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и депутата Якутской городской думы Алевтины Эверестовой. Депутат предложил решить проблему капремонта домов в Якутске. Согласно 46-й статьи Жилищного кодекса, общим собранием жильцов, а это свыше 50%, жильцы могут принять решение об открытии спецсчета. В этом случае все средства, которые были ими перечислены в фонд капремонта с 2014 года, будут переведены на спецсчет дома. Существует 3 вида организаций, которые вправе открыть такой спецсчет. Первое – это товарищество собственников жилья. Второе – жилищный кооператив. И в-третьих, это управляющая компания. Для жильцов это большой плюс. Жильцы сами на общем собрании будут решать, сколько денег и на что тратить. Без ведома жильцов никто воспользоваться этими средствами не сможет. Я уже 10-й год работаю депутатом Якутской городской думы, и основные вопросы – это в основном вопросы ЖКХ. И очень много касаемо именно жилых домов. Сейчас у нас в 2014 году создан фонд капитального ремонта, который является региональным оператором. В принципе, это очень хорошая идея, когда жильцы, собственники жилья оплачивают средства за капремонт. Но дело в том, что именно распределение этих средств, конечно, в настоящий момент в городе Якутске не совсем удовлетворяет наших жильцов. Поэтому, согласно Жилищного кодекса, есть возможность жильцам, собственникам жилья открыть свой спецсчет, с помощью которого они сами могут решать проблемы своего дома. Жилищным кодексом четко определены виды работ, которые можно произвести на средства, накопленные на спецсчете. Это более 10 видов работ, которые касаются непосредственно самого дома, ремонта инженерных сетей и систем водоотведения. Жильцы вправе сами выбирать себе подрядчика без проведения тендеров и аукционов, что явно экономит не только деньги, но и время. Согласно 46-й статье Жилищного кодекса, с общим собранием жильцов свыше 50%, жильцы могут принять, собственники жилья могут принять решение об открытии спецсчета. Здесь очень много позитивных моментов в том плане, что спецсчет, если открывается, то все средства, которые были перечислены жильцами с 2014 года, полностью перечисляются на этот спецсчет. Там, есть 3 организации, которые имеют право открыть этот спецсчет. Это товарищество собственников жилья, управляющая компания и жилищный кооператив. На них возлагаются эти дополнительные усилия по ведению этого спецсчета, по финансовой дисциплине. Для жильцов это большой плюс, что управляющая компания, например, если они выберут его оператором своего спецсчета, не имеет права без решения жильцов трогать деньги с этого спецсчета. И только решение собрания жильцов определяется вид ремонтных работ, которые должны проводиться, а сами они осмечивают, определяют, утверждают смету и сами же принимают результаты этой работы. И для управляющих компаний это плюс в том, что будут решаться проблемы жилищного фонда, а для жильцов еще дополнительный плюс, что эти управляющие компании могут софинансировать эти ремонтные работы. Также собственники жилья имеют возможность, имеют право с открытием этого спецсчета установить более высокую сумму собирания с квадратного метра. То есть законом республики определены минимальный размер оплаты за квадратный метр. Если они считают, что не 11 рублей с квадратного метра должны собирать жильцы, а 15 рублей, то, естественно, смогут больше денег собрать на решение своих жилищных проблем. То есть я здесь вижу только сплошные плюсы, минусов практически не вижу. Первыми эту новую для Якутска схему капремонта начнут жители Октябрьского округа. Именно они покажут пример всему городскому округу. Пример того, что не стоит ждать, нужно брать всю инициативу в свои руки и самим настраивать свой быт и ремонтировать свое жилье.